Сегодня 8 апреля, и в нашей стране в том числе отмечается День сотрудников военных комиссариатов. И с этой датой мы хотим поздравить и гостя в нашей студии. Это Аркадий Савинов, заместитель военного комиссара Республики Саха-Якутия, полковник запаса. С праздником вас! Спасибо. Ну и сразу же вопрос, какова история этого праздника, как он планирует отмечать у нас здесь в республике? Ну, со дня создания советской власти была проблема в республике создать губернские или уездные военные комиссариаты. Ну, в то время оно относилось к Иркутскому губернскому военному комиссариату. Решением Совнаркома 8 апреля 1920 года, это спустя 2 года, принято было решение создать Якутский уездный военный комиссариат, который просуществовал до 20 мая 1920 года, а затем был переименован Якутский губернский военный комиссариат. Первым военным комиссаром назначили Исая Львовича Карпеля, который больше года прослужил, и затем стал его же помощник военного комиссара Леонтий Иванович Савлук. Вот после него наш земляк Петр Иван Петрович Редников, он родом, кстати, из Мачи и Алекминского района. Но у него история, конечно, очень такая, будем говорить, ну, надо еще изучать, потому что он в свое время потом ушел на фронт, с фронта вернулся, закончил академию имени Фрунзе, затем с 1948 года стал военным комиссаром республики. Аркадий Филиппович, сегодня вот кого вы хотите поблагодарить в первую очередь, поздравить с сегодняшним днем? Ну, сегодняшним днем, конечно, это в первую очередь ветеранов наших, которые живы и здравствуют, ветеранов тыла, войны и тыла, тружеников тех времен, детей войны, а также всех офицеров запаса, сержантов, солдат запаса, которые в свое время выполняли свой воинский долг. 1 апреля начался весенний призыв. Что бы вы хотели пожелать тем молодым ребятам, которые отправятся в армию, и в целом тем, кто хочет пойти на контрактную службу? Ну, конечно, это призыв в ряды вооруженных сил. Сейчас у нас очень традиционное мероприятие. Пожелал бы всем не бояться, отслужить в рядах вооруженных сил, отдать свой воинский долг. И год пролетит незаметно, всего-навсего в течение года сейчас военные проходят. Поэтому я желаю, чтобы все юноши проходили через горнило военной службы. Скажите, а изменился ли, каковы современные условия вообще службы в армии? Чтобы родители, мамы не боялись, да, отправлять своих сыновей, вот, они же должны знать, что там... Сейчас вообще легче стало служить. Солдату, если даже распорядок дня ввели сон-дренаж, это значит, после обеда они спят в течение 2 часов. Разрешается использование сотовым телефоном, это же что позволяет общаться с родителями, с родственниками, знакомыми, в выходные дни, праздничные дни, и свободное время. Ну а так сотовые телефоны на территории гарнизона, те, которые имеют интернет-связи, запрещено. Сейчас с новым у нас изменением в законе 8, который принял в этом году закон, внес изменения в статус военнослужащих о запрещении использования интернет-носителей на территории воинской части. Но по срокам пока никаких изменений не будет, 1 год также. Да, изменений не будет, 1 год все на все, и отслужили, отдали свой воинский долг, и все дороги в госслужбу, муниципальную службу и правоохранительные службы для бывших воинов открыты. Спасибо, Аркадий Филиппович, за то, что в это утро подошли к нам в студию. Хочется поздравить вас с профессиональным праздником, также всех работников военных комиссариатов республики, пожелать им удачи в их нелегком труде.